Как вы знаете, на повестке стоит один вопрос. Это вопрос о снятии неприкосновенности в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кана Валерьевича Кварча. Прежде всего хотел поприветствовать уважаемых гостей. У нас сегодня присутствует генеральный прокурор, у нас присутствуют замы генерального прокурора, у нас присутствует военный прокурор и прокурор города Сухум. Рад вас видеть. Пользуясь случаем, поздравляю, вчера была очередная годовщина со дня образования прокуратуры Республики Абхазия. Да, не имел возможности вчера, в силу накопившихся обстоятельств, не имел возможности вчера поздравить лично, позвонить. Сегодня поздравляю. Но, если позволите, давайте мы перейдем, собственно, к тому вопросу, по которому мы сегодня здесь собрались. Гурнук Зарович, наверное, у нас, я вам, коллеги, расскажу несколько слов о порядке. Дело в том, что еще в 2009 году было принято постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия. Это о временных правилах, о порядке рассмотрения представления Генерального прокурора Республики Абхазия о даче согласия Народного собрания парламента Республики Абхазия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Дело в том, что очень краткие сроки, сжатые сроки даны Народному собранию для того, чтобы рассмотреть данный вопрос. То есть он должен решаться в течение недели. Поэтому все возможности, что мы имели вчера, мы направили на то, чтобы изучить предоставленные материалы. Это 8 томов. Но мы не можем тянуть именно с комитетом, с заседанием комитета. Прежде всего потому, что у нас остается, получается, всего лишь неделя на то, чтобы уже провести сессию и разрешить вопрос окончательно. Да, я очень прошу сегодня, чтобы у нас все проходило очень корректно. Я понимаю, что это и тут и нервы определенные присутствуют, все есть, но максимально прошу, чтобы было корректно. Да, потому что мы этот вопрос должны разрешить. Да. А если у нас здесь начнутся горячие баталии, да, это только усложнит процесс и не приведет ни к какому результату. Да. Нам этого не нужно, это недопустимо. Поэтому обращаюсь ко всем коллегам. Гурнук Зарович, предоставлю вам слово. Добрый день, уважаемый Давуд Витальевич, уважаемые депутаты. Представляю Народное собрание парламента в соответствии со статьей с пунктом 2 части 11 статьи 405. Нами было внесено представление, которое оглашаю. Представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча Кана Валерьевича и привлечение его в качестве обвиняемого. В производстве прокуратуры города Сухум находится уголовное дело номер 325-816, возбужденное 22 декабря 2025 года в отношении неустановленных следствием лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьей 113, частью 1 статьи 133, пунктом Г части 2 статьи 158 и пунктом Б части 4 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Предварительным расследованием установлено следующее. 5 ноября 2025 года примерно в 11 часов 45 минут депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча Кан Валерьевич совместно с Какале Ишсу Ивановичем, Думава Хыной Владимировичем, Кукая Гари Гурамовичем, Агрба Тенгизом Алмасхановичем, Ардзимба Алмасханом Зурабовичем, Кмузовым Асланом Борисовичем и Шурдувава Владиславом Килоевичем в сопровождении неустановленной группы лиц численностью до 40 человек прибыли по месту нахождения граждан Российской Федерации Ревы Ивана Евгеньевича, Тимофеева Павла Игоревича и Будыгина Дмитрия Александровича в офис, расположенный по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36, с целью выяснения обстоятельств их нахождения на территории Республики Абхазия и возможного участия в предвыборной кампании депутатов в органы местного самоуправления, где Кварча, действуя умышленно, группой лиц Какалия, Кмузовым, Ардзимба, Агрба и Шурдувава, осознавая противоправный характер своих действий, в агрессивной форме высказал в адрес граждан Российской Федерации Ревы, Тимофеева и Будыкина угрозу убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. Указанные угрозы сопровождались применением физического насилия путем нанесения многочисленных ударов по голове Ревы
со стороны Кварча. При этом последний направлял имевшееся при нем огнестрельное оружие, пистолет неустановленного образца, в сторону Ревы с целью его устрашения. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Кварча, вооруженный огнестрельным оружием, угрожая убийством, группой лиц Кокая, Арзенба и Агерба, нанес удары по голове Тимофееву. Действия вышеуказанных лиц с учетом демонстрации оружия и общей обстановки свидетельствовали о реальности высказанных угроз и вызвали у Ревы, Тимофеева и Будыкина обоснованный страх за свою жизнь и здоровье. Изложенные обстоятельства подтверждаются совокупностью полученных в ходе предварительного следствия фактических данных, а именно рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя прокуратуры города Сухум, юриста первого класса Ханагу, зарегистрированным 22 декабря 2025 года в установленном законом порядке. Рапортом об обнаружении признаков состава преступления оперуполномоченного ОУР УВД по городу Сухум, младшего лейтенанта милиции Харази, зарегистрированным в книге учета совершенных преступлений УВД по городу Сухум за номером 214 от 6 ноября 2025 года, согласно которому в действиях Кварча усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Рапортом о результатах оперативно-розыскной деятельности начальника УР УВД по городу Сухум, подполковника милиции Нормания от 6 ноября 2025 года, согласно которому в действиях Кварча усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Постановлением начальника УВД по городу Сухум, полковника милиции Хагуш о предоставлении результатов ОРД следователю, в которых в действиях Кварча усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Протоколом осмотра места происшествия от 6 ноября 2025 года, согласно которого местом происшествия является офис, расположенный по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36, где обнаружен и в установленном законном порядке изъят бейджик на имя общественного обозревателя газеты «Абхазский вестник» Будыкина. Протоколом осмотра предметов документов телеграм-канала информационного агентства Яшера от 7 ноября 2025 года, согласно которого 5 ноября 2025 года в 17 часов 28 минут размещена видеозапись Ревы, ссадиной в левой височной области из помещения офиса, расположенного по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36. 6 ноября 2025 года в 10 часов 31 минуту размещена видеозапись интервью депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча, подтверждающего факт своего прибытия в помещении офиса, расположенного по улице Абазинская, строение 36, и факт оплаты несовершеннолетним денежных средств за их работу со стороны граждан Российской Федерации, совершенной в его присутствии. Протоколом допроса свидетеля, следователя Следственного отдела управления внутренних дел по городу Сухум Авицбы Анны Вианоровны от 18 ноября 2025 года, согласно которого 5 ноября 2025 года в 11 часов 45 минут из дежурной части УВД по городу Сухум поступило сообщение о том, что в офисе газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36, наблюдается большое скопление конфликтующих людей, после чего в составе оперативно-следственной группы выехала на место, где было установлено наличие толпы в количестве около 40 человек, среди которых был также депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча. Также в одном из помещений офиса находились граждане Российской Федерации Рева, Тимофеев и Будыкин, которые со слов присутствовавших в офисе лиц нанимали несовершеннолетних граждан для срыва агитационного материала кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления за материальное вознаграждение в размере 5000 рублей. Нормания от 18 ноября 2025 года, согласно которого 5 ноября 2025 года примерно в 11 часов 45 минут в составе оперативно-следственной группы прибыл по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36, где было установлено наличие толпы в количестве около 40 человек, среди которых был также депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча и журналист Аршба. Также в одном из помещений офиса находились граждане Российской Федерации Рева, Тимофеев и Будыкин, которые со слов присутствовавших в офисе лиц нанимали несовершеннолетних граждан для срыва агитационного материала кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления за материальное вознаграждение в размере 5000 рублей. Ввиду накаленной обстановки Реву, Тимофеева и Будыкина доставили в здание службы государственной безопасности Республики Абхазия, где со слов Ревы ему стало известно, что в отношении него со стороны прибывшей толпы
В том числе и Кварча, применялось физическое насилие, выразившееся в нанесении ударов по различным частям тела, а также область лица, сопровождавшееся психологическим давлением в виде угроз убийством и угрозами применения оружия. Протоколами допросов свидетелей оперуполномоченных ОУР-УВД по городу Сухом Гугулян Юрия Гамлетовича и Харазия Нарта Дмитриевича от 18 ноября 2025 года, а также показаниями сотрудников Службы государственной безопасности Бебия Саида Владимировича, Аджинджа Вадгура Джималовича и Чана Гластамура Ремзиевича от 28 ноября 2025 года, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля Нормани. Заключением судебно-медицинской экспертизы номер 249 от 25 ноября 2025 года в отношении Тимофеева, согласно выводам которой у последнего имеется ссадина в теменной области слева округлой формы под темно-коричневой корочкой на уровне окружающей ткани размером 0,1 на 0,2 см, возникшая от действия тупого твердого предмета в сроки, указанные освидетельствуемым. Заключением судебно-медицинской экспертизы номер 248 от 25 ноября 2025 года в отношении Ревы, согласно выводам которой у последнего имеется ссадина в левой височной с переходом в скуловую и щечную области неправильной овальной формы размером 6 на 3,5 см прерывистого характера. Все вышеописанные ссадины розовато-красного цвета расположены ниже окружающей ткани. Болезненное ощупывание в правом, в проекции нижнечелюстного сустава, особенно при движении. Болезненная пальпация в области средней части молочной железы. Все повреждения возникли от действия тупых, твердых предметов в сроки, указанные освидетельствуемым. Протоколом допроса потерпевшего Ревы Ивана Евгеньевича от 31 декабря 2025 года, согласно которого 5 ноября 2025 года в офис, расположенный по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36, прибыла толпа в количестве 40 человек, среди которых были депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча Кан Валерьевич, Какалия Шсул Иванович, Кукая Гарри Гурамович, Арзымба Алмасхан Зурабович, Думава Хына Владимирович, Агрба Тенгиз Алмасханович, Кмузов Аслан Борисович, Шулдулава Владислав Гелович, Кварча Ефрем Канович, Аршба Нисфа Дарисмановна и Шинкау Жанна Абдуловна. При этом Кварча наносил удары ему и Тимофееву по голове, угрожал убийством, демонстрировал имевшееся при нем огнестрельное оружие, пистолет, являлся лидером среди прибывшей толпы. Протоколом допроса потерпевшего Тимофеева Павла Игоревича 31 декабря 2025 года, показания которого по своему содержанию аналогичны показаниям потерпевшего Реву. Протоколом допроса свидетеля Будыкина Дмитрия Александровича от 5 января 2026 года и протоколом допроса потерпевшего Будыкина от 19 января 2026 года, согласно которым нападавшие неоднократно угрожали убить его, Реву и Тимофеева, вывести в подвал, подвесить вверх ногами, то есть высказывались целый ряд угроз, которые воспринимались реально. Кварча направлял на Реву огнестрельное оружие и угрожал последнему убийством. Реву и Тимофеева, нападавшие, среди которых был Кварча, сильно и долго избивали. Все это сопровождалось угрозами. Постановлениями о привлечении в качестве обвиняемых Какалия, Кмузова, Кукая, Думава, Шурдулава, Арзымба в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса, по факту угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью гражданам Российской Федерации Реве, Тимофееву и Будыкину, имевшего место 5 ноября 2025 года в офисе, расположенном по адресу город Сухум, улица Абазинская, строение 36, совершенной группой лиц совместно с Кварча. Протоколом допроса оперативного сотрудника отдела Службы государственной безопасности Республики Абхазия Чанаглы от 24 февраля 2026 года, в ходе производства которого последнему представлена аудиозапись о событиях, имевших место 5 ноября 2025 года в офисе, расположенном по улице Абазинское, строение 36, изъятая у свидетеля Реву, прослушав которую Чанаглы опознал голоса депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча, а также обвиняемых Кукая и Думала. Протоколом допроса начальника отдела Службы государственной безопасности Республики Абхазия Бебия от 24 февраля 2026 года, показания которого по своему содержанию аналогичны показаниям Чанаглы. Ответом на запрос из ООП Министерства внутренних дел Республики Абхазия от 27 февраля 2026 года, согласно которого за Кварча значится зарегистрированным
ниже перечисленное огнестрельное оружие. Огнестрельное наградное короткоствольное оружие с нарезным стволом, пистолет ГЛОК-17 за номером БУЗР 585 с разрешением на право ношения бессрочно. Огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом, пистолет модели Макарова за номером ГР 8453 с разрешением на право ношения до 19 июня 2035 года. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие модели МР-27М1С за номером 17 27 55 864 12 калибра с разрешением на право хранения до 14 ноября 2033 года. Огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом модели карабин Сайга-9 за номером 17 20 998 с разрешением на право ношения и хранения до 14 мая 2021 года. Оружие с нарезным стволом модели Макарова за номером ВУ 8656 с разрешением на право ношения и хранения до 27 января 2019 года. Огнестрельное наградное короткоствольное оружие с нарезным стволом, пистолет «Викинг» 446 за номером 446 998 с разрешением на право ношения и хранения бессрочно. Огнестрельное наградное короткоствольное оружие с нарезным стволом, пистолет МР-75 ПСМ за номером 19 75 00 041 с разрешением на право ношения и хранения бессрочно. Таким образом, материалы уголовного дела содержат достаточные данные, указывающие на наличие в действиях депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Квартия-Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в связи с чем имеются основания для осуществления уголовного преследования. Заключением коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 16 марта 2026 года в действиях депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Квартия-Кана Валерьевича признано наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия 15 марта 2022 года Квартия-Кан Валерьевич на основании статьи 35 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия зарегистрирован депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва по Восточному избирательному округу номер 9. Производство процессуальных действий по привлечению депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Квартия-Кана Валерьевича в качестве обвиняемого не обусловлено высказанным им мнением или выраженной им позицией при голосовании в Народном собрании парламента Республики Абхазия и не связано с другими его законными действиями, соответствующими статуса депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. На основании изложенного, руководствуясь статьей 39 Конституции Республики Абхазия, пунктом 2 части 1 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, статьями 19-20 Закона Республики Абхазия о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, прошу дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Квартия-Кана Валерьевича и привлечение его в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Ну, первый вопрос. Вы говорили о том, что раны, ссадины, да, немало было. Также прозвучало, что так, сильно и долго избивали, это я записал. Раны соответствуют вообще такому определению? В зависимости от того, с какой силой наносились удары. Наносить удары можно по-разному. По нашим показаниям, кто-то бил ладонями, наносил удары, кто-то кулаком в область лица. С учетом того, что мы увидели визуально, я лично этих людей не видел, но есть видеозапись, их протоколы допросов, с учетом того, что мы увидели, на лице имеются видные ссадины, которые могли соответствовать их показаниям, с учетом заключения. Ссадины? Да. Все понятно, ссадины, хорошо. Еще говорилось о том, что пистолетом, пистолетом кто именно бил, установлено, или мы как-то на показания только? Пистолетом не били. У нас установлено, Булат.
Нет, Нет? Такого нету нигде, чтобы кто-то пистолетом наносил удары. Есть демонстрация пистолета. Да. При тех угрозах, которые были высказаны, при этом депутат парламента демонстрировал пистолетом и угрожал убийством. Вот такие показания. А так, чтобы пистолетом наносились удары, такого показания нет. А рану вообще нанесли, да? Наносились удары кулаком и ладонями. Один из уже обвиняемых лиц наносил удары бутылкой, полуторалитровая бутылка из-под воды, пластиковая, полуторалитровая. А заключение экспертизы есть какое-то? Да, есть два заключения экспертизы, я их озвучил в отношении Тимофеевой и Ревы. И вот, Но я вот еще что хотел. Вот после того, как это все произошло, они там выступали, это Рева и другой там заговор говорили. И там на видео, если честно, не видно было, что они там, эти раны такие были, если раны были, там кровь пошла, наверное, или на лице там. Я вам я отвечу. Да, я отвечу. Я вам скажу, что я сам видел запись. И я видел раны вот с левой стороны у Ревы. Я сам просматривал, поэтому у меня вопросов нет. Да, кто именно эту рану нанес? Ну, Утверждает он, что это Кан Валерьевич? один из них это Кан Валерьевич. Нет, но именно один вот... из наносивших удар. Я там печатал. Нет, я понял, Кан Валерьевич. Кан Валерьевич. Я говорю согласно показаниям потерпевших. Да, я в Их связи били этого же несколько скажу. человек. Один из них депутат парламента. Но там что именно, то есть там какая там именно ссадина, или вот это что именно Кана Валерьевич, такого нету. Совокупности. По совокупности, Да, потому что вот, били, всё понял. разные люди били по голове одного и того же. Хорошо. Да. Можно тогда следующий вопрос. Вчера много времени потратил на то, чтобы 8 томов, да, насколько это возможно было изучить. Я так понял, что остальные участники этого действия там, да, обвиняются, не все, опять же, по-моему, но в том, что денежные средства были похищены. Насколько я понимаю, к Кану Валерьевичу таких претензий нету. Так? Хорошо, это просто для себя хотел уточнить. Дальше. Вот, хотел спросить вот этих политтехнологов. Насколько я помню, по отношению к ним были административные меры. А в рамках Уголовного кодекса вы не рассматривали? В рамках их Уголовного кодекса мы рассматривали все действия в рамках уголовного и административного законодательства. Единственное, что нам представилось возможным осуществить в ходе предварительного расследования, дать оценку организатору. Организатор не установлен, но один человек, который пособничал, он сегодня объявлен в розыск. Находится Это на территории... Медведев? Нет. Это Свижба, это наш гражданин, да. Он по материалам установлен как пособник, который пособничал организатор Все, я понял. финансирования этой компании. Все, Он я понял. объявлен в розыск, мы его не смогли допросить, потому что он находится в России, неоднократно приглашали, но не явился. Организатора, сразу завершу тогда, организатора установить пока не смогли. Предварительно есть какая-то информация, но пока данные нам неизвестны. Вы обращались к российским коллегам для установления личности? Просто я этого не видел. Я видел, что в допросах спрашивали, да, но никто из политтехнологов его по сути полных данных не знает. Познакомились здесь в Абхазии. Вот так получилось. Да, можно я закончу чуть-чуть, просто я хочу. Да, вот просто смотрите. А вот по отношению к Медведеву это какая статья? 137. 137. Но к этим гражданам вы ее не могли применить, так? Нет. Просто Потому что они не организовали. Да, но я просто, знаете почему? Вот я читал показания свидетелей, это тех кандидатов в депутаты, которые были от команды Абхазии, да, вот их свидетельские показания. Практически все они говорят, что им звонил лично Рева, да, и он им предлагал. Неужели он как организатор не подходит здесь? Нет. Значит, то, что вы сейчас говорите, это охватывается административным законодательством. Поэтому мы дали этому оценку и направили материалы в суд. За что там кому-то нравится, я понимаю, что там наказание мягкое, но им назначены штрафы. Но уголовного состава преступления мы не нашли. Понятно. Не Круза, подходит, эти я действия понял. не подходят под состав уголовного. Я просто вам прочту, почему я решил, что они как раз
подходят в этой ситуации. То есть это статья 137, все верно. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума и иной группы участников референдума. То есть первое. Оказание финансовой, в скобках материальной поддержки в крупных размерах избирательной кампании кандидата избирательного объединения, помимо средств избирательного фонда, путем изготовления или распространения агитационных материалов, не оплаченных из избирательного фонда или оплаченных из избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам, ну и так далее. Я сейчас всю статью. Ну, на мой взгляд, то, что есть факт того, что Иван Рева лично звонил, предлагал, это подтверждают практически все, кто были заслушаны в качестве свидетелей, да, как мне кажется, ну, это объективно полностью доказывает наличие состава преступления с его стороны. Он священная корова. Иван Валерьевич. Вы это в показаниях видели? Да, в показаниях прописано, что каждый из них, да, говорил, что не они связывались с Рева, лично он им звонил, говорил, что он им оплатит все. То есть все эти вещи я видел. Мне кажется, все-таки состав преступления в этом есть. Для наличия состава преступления необходим ущерб. Более 1000 материальных размеров оплаты труда должны превышать. Если избирательная кампания предусматривает участие, такое незаконное участие и финансирование, сумма должна превышать более 1000 за один эпизод. Вот этого у нас нету, и никто из свидетелей, как вы говорите, такие показания не дал, чтобы более чем на 60 тысяч рублей, это примерно так получается, кому-то были приобретены плакаты. Вот такого у нас нету. Так, ну тут в примечании к этой статье указано, что тут речь о крупном размере. Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы денег, стоимость имущества или выгоды имущественного характера, которые превышают 1/10 предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда. То есть здесь есть определенное понятие. Да, там все-таки о каких суммах речь. Да. Там ссылка есть. Ну, уверен, что фонды, наверное, вообще открыты не были. Да, Это наша стандартная практика. Да. Плюс о том же, о чем говорит Мухзарович, сумма не может превышать 1000 МРОТ, это у кандидатов местного самоуправления, это уже в законе, в самом законе. Ну, это уголовный кодекс тоже, все-таки примечания здесь есть, но, наверное, мы должны прежде всего из него сходить. Да, там расшифровка, там идет расшифровка по сумме, поэтому не попадает. То есть вот эти тысячи, МРОТ, тысячи ихних агитационных листов, да, выданы, они менее 60 тысяч. 1000 агитационных листов, это по разным кандидатам. Там ни одного кандидата. Да, ну в смысле. Поэтому сумма не набирает. Просто, да, я понял. Просто из того, что я читал, там были и непосредственно вот флайеры, по-моему, как они называются, маленькие, листами А4, листами, по-моему, А3, то есть там было много по многим из кандидатов. Хорошо. Именно поэтому была дана такая оценка в отношении этих. Ну, то есть вы посчитали, что... Рева один из тех, который он звонил, вы абсолютно верно говорите, один из тех, который звонил. Потом некоторые, кстати, кандидаты, депутаты, они отказались. Да, это я читал, да, многие в процессе отказались. Кто-то подтвердил свои показания, кто-то отказался от этих показаний. Были те, которые, я сколько помню, вообще изначально сказали, что не имели никакого отношения к этому. Факт финансирования, правовая оценка дана, уголовное дело возбуждено. Как следствие в итоге, правильно? Есть человек, кто в розыске, есть там поручение, да, это дело, у вас его здесь нет, оно в прокуратуре города находится, это отдельное дело. По 130, да. конечно. Ага, конечно. Ну да, нам оно не должно было попасть. Поручения направлены в оперативные службы, о чем вы говорили, попытаться установить, значит, вот этого Владимира Медведева, он же Володя Медведь, там как угодно его там называют, кого никого не видел. Вот. Этому дана правовая оценка. Производство находится еще, расследуется дело. Но я как понимаю, подлинное имя Медведя и вот этого Никиты Разные неизвестно вариации, до сих пор. Разные, да, вариации. До сих пор неизвестно. Но вы пытаетесь. Поручения соответствующие сразу были Хорошо. на оперативном службе. Хорошо, тогда еще один вопрос, и я, наверное, на этот момент остановлюсь. Статья, которая вменяется Кану Валерьевичу. Можете, что за статья, сейчас не по названию, а вот так, чтобы все понимали. Угроза убийства. Угроза убийства. Или причинение. Да, вы хотите сказать, практика в Абхазии какая вообще с этой статьей? И какая форма ответственности? Практика до 2 лет лишения свободы. То есть такая, у нас есть такие прецеденты. Таких дел было много.
в производстве милиции и прокуратуры ранее. И статья относится к категории небольшой тяжести. Это самая, наименьшая, самая мягкая статья. И лишение свободы предусматривает до 2 лет. До 2 лет лишения свободы. Небольшой, да. Максимально. Да, остальные виды наказания? Кража, там, ну, кража... Нет, кража здесь не статья. относится. Депутату только эта статья. Да, вот, остальные виды наказания. 2 это, я так понимаю, до 2. Исправительные Да, работы. исправительные работы. До Да, 2 ну, лет да, и просто до- не применяется. Ну, есть кто понес ответственность у нас в этой статье, кто был, допустим, до 2 лет лишения свободы получил? Условные сроки получил. Условные сроки. Все, я понял. У меня вопросов нет, уважаемые коллеги, если у кого-то есть. Да. Я вот, уважаемые коллеги, вопрос непростой, легкий, хочется его разобрать, конечно, кто хотел спросить, вот по вот этим ревы, кого вы там называете, этих людей, вот меня интересует один вопрос. Вот говорите, человек, который, да, их сюда привез, Цвишба, который в розыске сегодня, правильно? Это, ну, то есть он есть организатор. Так я понимаю. Мы Просто хочется- не говорим, что он их Да, сюда а он, привез. кто этот человек, в чем он организовал, что он организовал? По показаниям Он они не здесь организовал. познакомились. Они здесь Мы не познакомились. сказали, что Встретились, мы сказали, что он познакомились пошел. в Севастополе. Хорошо, а вот это, а эти люди, как здесь они в Абхазии появились вообще, кто их пригласил, как они здесь оказались, чем они занимались, вот, почему вот этого всего здесь нет, вот, как они здесь оказались? Как они здесь оказались, мы их допрашивали. Да, что Мы они их допрашивали не только их, и других тоже, наших некоторых чиновников. Во-первых, они многие не знают, как они здесь оказались, но они сами говорят, Что с говорят? какой целью приехали сюда, тот же Рева. Изначально это Рева предложил им всем. Сначала он здесь появился. потом Появился как? Вот просто он заходил приехал на выборы. приехал в Абхазию для того, чтобы оказать свои услуги. Кому? Газета, вот Абхазский вестник, Абхазский для вестник. того, чтобы готовить материалы и в последующем их публиковать. То есть, С получается, учетом того, что у или него готовится. был большой опыт, он давно этим занимается, на территории Российской Федерации тоже. В показаниях он нам так говорит. Будыкин и Тимофеев, это его, один из них его товарищ, тоже которого он попросил сюда приехать, а с другим он познакомился на территории Республики Абхазия летом в прошлом году. Другие это сколько? Вот я, насколько помню, кажется, с Будыкиным он познакомился, если я не А вот ошибаюсь. этот Цвишба, ну познакомились они здесь. Цвишба какую роль здесь он играл? И этот Рева говорит, что был знаком с Цвижбом, вот именно Рева. Он знаком Да, с да. Цвишбой. Вы объявили в розыск Цвишба. По какой статье? 137. По Это 137. что, Это что? пособничество в организации Организация. незаконного Вы финансирования. в России его в розыск объявили? Пока нет. Почему? Пока мы еще до этого не дошли. Хорошо, я понял. Ну, во-первых, от того, что я вам сейчас скажу, Да. того, что мы его сегодня или завтра или вчера объявили бы, в международный розыск, его нам никто не выдаст, потому что у него есть российское гражданство. Поэтому в этой части мы не спешим. У нас еще очень много следственных мероприятий. Нам еще большой объем надо проделать. Вот смотрите, еще другой вопрос. Вот вы там говорите, там оштрафовали. В Абхазии он статья, объявлен. там, статьи какие там перечислили, которые применимы к ним, это я все понял. Но если их никто не знает, они приехали сюда, в нашу страну, но если, допустим, официальные лица выступили нашей страны, да, и сказали бы, что вы это помогали, они здесь нам в выборах, у нас это уже на протяжении 30 лет нам наблюдатели приезжают, политтехнологи приезжали, и кто-то за них всегда отвечал, и мы, ну, я не против этого всего, но тут ситуация такая, что ни один человек вообще не появился, не говорит, что как бы их пригласил сюда в Абхазию, кроме этого вестника. Может быть, эти люди, мы применили к ним вот эти статьи, которые сегодня применили к ним, да, может быть, пожестче надо какие-то статьи, может быть, они какие-то агенты приехали, подрывали, может, они между нами здесь что-то такое творили, что деньги предлагали кому-то, может, между... Я сегодня сторонник власти, да, а Кан Валерьевич оппозиционер. Может быть, они специально это приехали, эти люди, кто их сюда пригласил, зачем они это делали, может, здесь внутри они хотели это все создать, может быть, их надо, не знаю, по линии СГБ, наверное, рассматривать, или кто они вообще такие, они не какие-то официальные там люди, не от власти. Сегодня говорить об этом, да, ну, мне лично тяжело, реально, как бы это ни было, Иван Валерьевич мой коллега, и этот вопрос не совсем такой легкий. И приехать сюда, в нашу страну, я ни в коем случае здесь не затрагиваю конкретно
политические или какие-то другие отношения России и Абхазии, чтобы вообще никто не думал, да, у нас братские отношения с Российской Федерацией, все. Но эти люди, они из Российской Федерации, но путать это и связывать это с этим, что это какое-то политическое, Они просто граждане. или мое выступление там что-то рассматривать, что там я против. Нет, я просто конкретные люди. Кто они такие? Почему, если вы их не рассматриваете, может, они агенты, кто они? Специально, может, приехали, засланы грузинами, может. Кто эти люди? Вот в этом надо разобраться, я думаю. А действия Кана Валерьевича, сейчас я не прокурор, не судья, здесь мы разберемся дальше. Но и свое решение, что я вот хочу, допустим, сделать, я могу молча это все проголосовать за или против, но я как депутат парламента, хочу высказаться, но это реально нелегко это все. И прежде чем проголосовать, тоже свою позицию конкретно скажу, почему я за или против это буду голосовать. А сейчас конкретно по вопросам, Адгур Нукзарович, я реально, вот как есть, честно, вот, говорю, да, кто это люди, кто, зачем, столько вот этого всего надо было делать, и не понимаем, кто эти люди. Если кто-то отвечал бы за них, я понял, Хаски 200, кто это такие, кто это Свижба, что за деньги они предлагали, 2 миллиона или сколько там, я там читал, какую-то сумму у них забрали. Откуда у них такие суммы в офисе, можете объяснить, для чего они это делали? Кто их просил это делать? Значит, корень может быть здесь, в этой стране, в Абхазском вестнике. Кто эти люди? Они, наверное, подрывали, они здесь перед нами что-то сеют. Здесь глубже надо, я думаю, смотреть. Так просто взять. Да, они приехали, здесь деньги раздавали, Кан Валерьевич их побил, и все, надо снять с него неприкосновенность и посадить его. А эти люди, я как-то так хочу на это все смотреть. Извините, спасибо. Так, уважаемый депутат, я отвечу на ваш вопрос. Скажу вам так. Мы руководствуемся тем, что у нас есть события преступления и теми фактами, которыми располагаем. Конечно, такие вопросы возникают, о которых вы говорите, естественно, мы их тоже рассматриваем. Мы все люди, живем в Абхазии. Конечно, у нас вопросы возникают, каким путем они сюда приехали, с какой целью. Но у прокуратуры нет оперативного ведомства. Если сегодня так рассматривать, прокуратура это... Да, я просто сейчас скажу сейчас. Прокуратура это надзорное ведомство, которое в том числе осуществляет уголовное преследование. Все соответствующие поручения относительно этих людей и других мы отправили в оперативные службы, для того, чтобы и их проверить, и по факту совершенного преступления максимально они собрали информацию и нам предоставили. Этими вот такими вопросами занимаются оперативные службы. Это их призвание, для этого они сегодня и существуют. Да. Такие соответствующие поручения им были даны. Я не могу сегодня комментировать, с какой другой целью они могли сюда приехать, потому что сам лично не знаю, и никто из прокуратуры их сюда не приглашал. Вопрос возникает, правильно? Вопросы есть у всех, я думаю. Не Понимаете, да. Нам принимать решение. Мы можем только констатировать то, что мы имеем. По факту, да. То, что мы смогли добыть на сегодняшний день. Другого мы не можем говорить. Предполагать мы не можем. Да. Правильно. Поэтому наша работа в этом и заключается. Я понимаю, но хотел бы сказать, нам принимать решение относительно нашего коллеги, поэтому да, нам хочется всей этой информацией обладать, для нас это очень важно. В этом плане. То есть на сегодняшний день, кто этих людей пригласил, неизвестно. И только то, что я озвучил Все. для этого, что Гарри понятно. Свижба, при Спасибо. посредничестве Гарри от Свижба. Да. Коллеги, есть вопросы? Дмитрий Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, но, к сожалению, не получилось, ознакомиться со всеми материалами, потому что по времени ограничены были. У меня есть пару вопросов. Первый вопрос, здесь нашему коллеге, группе лиц меняется то, что угроза жизни, получается, гражданам Российской Федерации. Я здесь смотрел, изучал, здесь есть протокол допроса свидетеля, есть заключение судебной экспертизы, какого рода, эти ссадины и так далее. Это один из 8 последних. Есть заключение судебной экспертизы, что ссадины реально представляли угрозу жизни. Есть такое заключение судебного эксперта, где реально говорится не просто о наличии этих ссадин, а что реально эти ссадины представляли угрозу жизни, что этих ссадин, эти люди могли умереть и так далее. Но здесь я этого не увидел, только идет описание этих ссадин и более ничего.
Потом дальше, следующий вопрос у меня о том, что здесь говорится, значит, что предварительным расследованием следующее 5 ноября 2025 года, примерно в 11:45 минут, депутат Народного собрания парламента Республики партии Ан-Валерьевич совместно с группой полиции, не буду всех перечислять, все эти есть, значит, представление. Это время 11:45. Дальше, значит, протокол свидетеля, значит, допрос свидетеля, начальник МВД по городу Сум Нормальный АВ. И он говорит, что примерно в 11 часов 45 минут составили оперативно-следственной группы прибыл адрес. Получается, они в одно время, исходя из представления прокуратуры, как я понимаю, чуть ли в одно время не приехали, значит, и партия Ан-Валерьевич с группой лиц, и, значит, те же сотрудники города Сухум, примерно в одно время, ну, как так, как бы, получается, и сколько времени, значит, эти люди находились, вот эти Бузик и Тимофеев, сколько времени после того, как группа лиц пришла, сколько, через какое время, значит, приехали сотрудники милиции, вот еще такой же вопрос. Потому что здесь, предотвратить. да, здесь в одно время, здесь 11:45 пришли, значит, депутат Народного собрания парламента Ан-Валерьевич партия, и также по протоколу допустили в 11:45 приехала оперативно-следственная группа. В одно время они приехали, да. Ну, здесь написано примерно. Да, примерно, получается, в одно время пришли к Ан-Валерьевичу. Не в одно время. И приехали, значит, следственная группа приехала по протоколу, значит, по допросу нормально. Да, я согласен. Да, он говорит, примерно приехал в это В время. одно время как будто Да, приехали. но разница примерно полчаса составляет. Дмитрий Александрович, можно я дополнение ваше? Не, просто чтобы вы... я не буду, я спорить не буду, одну вещь хочу, чтобы вы тоже учли. Вот видите, что генеральный прокурор, ну, примерно полчаса разницы. А учтите, что потерпевший, так называемый, не говорят, что нас тот приход, значит, силовиков 2 часа избивали. То есть 2 часа избивали. А здесь всего полчаса, оказывается. Ну как-то вот потом плохо мы избивали. Понятно, как говоришь. Да. Все не могут точное время. Когда бьют, долго идет. Я почему спросил, потому что одинаковое время и по Я понял. свидетеля, и, Здесь я значит, понял. по тому, что Камбо весь вместе выиграли. И еще третий вопрос у меня насчет того, что вот, Тимур Абислам сказал, насчет вот этих так называемых политикологов, что они приехали, осуществляют деятельность. Так мы не поняли, они приехали сами, ни с кем не согласовали, осуществляют деятельность. Здесь предлагались голосуи кандидатов, значит, депутаты местных органов власти. И как бы мы не можем понять, они, наверное, сами приехали по своему усмотрению, здесь как бы проводили свою деятельность. Это один вопрос. Но у меня еще вопрос в том, что на этих агитационных материалах была указана команда Абхазии. Они, получается, использовали бренд команды Абхазии. Ну, как я понимаю, команда Абхазии себя тоже эту ответственность не взяла. Раз они использовали бренд команды Абхазии, почему команда Абхазии не обратилась к ним? Это происходило около 2 недель, как ну, люди об этом знали, почему тогда не привлекли, не узнали, если они брендом команды Абхазии пользуются, почему как бы это команде Абхазии вообще какие-то вопросы, кто эту команду Абхазии курирует, кто там главный по этой команде Абхазии, почему как бы, ну, такой вопрос. Раз они использовали бренд команды Абхазии, значит, эту команду Абхазии есть непосредственно, это же получается НКО, некоммерческая организация, как я понимаю, команда Абхазии, значит, у нее есть там председатель, директор, тот человек, который непосредственно занимается, да, почему как бы, значит, они не отвечают за... Или если они, значит, не отвечают за них, почему они, значит, не предъявили претензии, не обратились в суд, когда, значит, на агитационных материалах команды Абхазии незаконно, значит, название брали и на агитационных материалах представляли. Первый вопрос по экспертизе. По экспертизе первый вопрос. Значит, согласно выводам экспертов, вред здоровью, причиненный потерпевшим Реве Тимофееву, не оценивается вред здоровью. То есть наличие побоев есть, я сейчас скажу, наличие побоев есть, ссадины имеются, как бы это все зафиксировано, но вред здоровью по степени тяжести к легкому, средней тяжести или тяжкому не относится. Теперь, с учетом того, что вред здоровью не оценивается, значит мы, следственные органы, должны были дать оценку не по угрозе убийству, а по 110-й побоям или истязанию, в зависимости от того, по времени, как долго это происходило. Но помимо того, что Кан Валерьевич, как говорят потерпевший, наносил удары кулаком, у нас еще другая ситуация.
он держал пистолет и угрожал. Вот эта угроза убийством, это 113 статья. Но 113 статья по своему характеру, она поглощает побои. Поэтому мы выставляем не две статьи, когда одна более тяжкая поглощает другую, мы выставляем одну статью. Поэтому мы побои убираем и оставляем угрозу убийством. Это что касается экспертизы и квалификации преступления. Второй вопрос вы по времени сказали? Да. По времени я вам скажу так, что примерно, из того, что я понял, это примерно где-то полчаса-час это все происходило. Может, больше я не знаю. Причем мне сложно сейчас это говорить, потому что потерпевшие тоже точно не могут это помнить, там время никто не засекал, не фиксировал. Но до свидетелей, те же сотрудники милиции, они тоже точно могут не помнить, человек, который находится на дежурстве где-то в городе, ему поступает звонок, он сразу туда приезжает, он время тоже может точно не помнить. Поэтому он будет примерно в это время, в 12 часов. Да, так произошло, так получилось. И третий вопрос. Третий вопрос. Что касается, мы не знаем, почему они, Они проект использовали, команда Хай, это незаконно получается. Единственное, что могу сказать, что использовались реквизиты нужной газеты Абхазии, когда плакаты заказывали. И в этой части мы отправили материал в суд. Я извиняюсь, Абхазский вестник, да. Абхазский вестник. Нужная газета здесь. Прошу прощения. Абхазский вестник. За эти реквизиты, которые они использовались, мы к суду обратились, там тоже административное наказание. А команда Абхазии, я не знаю, почему они не отреагировали. Тимур Адамурович. Задаем вопросы, потому что на самом деле нам ответственное решение надо принимать. Следующий вопрос к то, что задавал депутат Б. Если Свижба объявлен сегодня в розыск, то деятельность этих людей считается незаконной на территории Абхазии? Деятельность самого Гарика Цвижба считается незаконной. Поэтому мы дело возбудили. И не только его, и того, кто организовал это преступление. Единственный вопрос, надо его установить и соответственным образом объявить в розыск. Да. Мы можем только предполагать. Кто? Цвижба, да. Свижба, да. А можно, тогда, сейчас, секундочку, еще один вопрос. Получается, Медведев, Цвижба, уголовное. Это то, что детям платили деньги, это же, по сути, наверное, установлено, что же? Административная ответственность же, по-моему. Нет, да, это не идет как вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Административная была там вовлечение несовершеннолетних. В УК тоже есть соответствующая статья. Это к преступлению именно, к уголовному характеру. У 130, господи, опять это же статья. Нарушение порядка финансирования, то есть это туда нельзя? Сам несовершеннолетний должен совершить уголовный состав проступок. И если, допустим, идут двое лиц, совершеннолетний и несовершеннолетний, оба совершают преступление, Понял, спасибо. то дополнительная статья как вовлечение. Понял, спасибо. Вопрос кто-то имел? Да, Сагатович. Я, если можно, хочу о чем спросить. Все, весь состав основывается на показаниях именно тех людей, которые занимались, так называемым политиком. Здесь везде указано, что около 40 человек там присутствовало, кто-то установлен, кто-то нет, кого-то опрашивали вообще по этому делу. То есть то, о чем говорится, что пистолет Кан Валерьевич держал, применял, не применял, а демонстрировал. Это помимо их показаний кем-то вообще подтверждено теми людьми, которые там находились, допустим, те же 40 человек, где-то установлено было. Просто с учетом того, какой деятельностью они здесь занимались, это участие в выборах органов местного самоуправления. Соответственно, личность Кана Валерьевича идентифицировать они из общей толпы в любом случае могли, я уверен в этом. Все веду к тому, что может это каким-то образом такая ввод в заблуждение относительно политической деятельности Кана Валерьевича. Такое тоже возможно. Поэтому те люди, которые помимо них там находились, они какие показания вообще дают? Так, я понял ваш вопрос.
Значит, у нас есть трое потерпевших. Я их уже озвучил: Рева, Бутрикин, Тимофеев. Каждый из них частично пострадал. В результате этого события у кого-то деньги забрали, похитили, кому-то применили насилие. Их показания идентичны по этому общему событию. Поэтому мы руководствуемся их показаниями. Помимо того, применительно к оружию Кана Кварча, которое он демонстрировал, за исключением их показаний, у нас в деле на сегодняшний день ничего нет. Но у нас есть запись 4-минутная, где мы слышим, как Кан Валерьевич, можно сказать, угрожает кому-то из них. Громко говорит, громко обращается и угрожает. Вот это есть 4-минутная запись. Поэтому... Это какие непосредственно слова там были? Сейчас что-то непосредственно угрозы как таковой, я не понимаю. Нет, запись есть, мы ее не скрываем. Это запись, которая была сделана Ревой. Когда... Нет, просто именно угрозы, я слышал много записей, которые ходили, да, именно угрозы от Кана Валерьевича. Мы там слышим, что он оказывает давление. Да, он оказывает на человека давление, и если вот так прослушать, можно расценить, что это в какой-то мере и угроза тоже. А они на эти слова ссылались? Не на эти? Нет, в совокупности, да. Во-первых, почему, я скажу вам сейчас еще дальше, вообще следствие как строится. Люди дают потерпевшие показания, потом эти показания надо тоже проверять. Если у следствия возникают какие-то сомнения, надо какие-то другие факты находить. Сегодня, допустим, есть та же 4-минутная запись, да, где Кан Валерьевич громко говорит, но это по-разному можно сейчас констатировать. Мы потом проверили, есть ли у него оружие, мы направили запрос. Мы получили ответ, я его здесь озвучил, у него есть оружие, в том числе и пистолет. То есть мы уже, следствие выдвигает версию, что Кан Валерьевич мог иметь при себе оружие, потому что имеет официально на него разрешение. Кто имеет официально. Понятно, но я сейчас говорю о данном факте. Не, я понял, их показания потерпевших. Вообще в практике, если нет сомнений в показаниях потерпевших, если у них нет целей ввести в заблуждение следствие или изначально они подают заявление для того, чтобы это сделать ложным путем, ввести нас в заблуждение, какую-то цель они не преследуют, потерпевшие, тогда у нас нет оснований им не верить. Адгур Гарович, да. Я согласен с тем, что вы говорите, это так, но просто я читал также вчера в материалах дела, как они объясняли то, что они назвали накопией. Это, честно говоря, не поддается, на мой взгляд, вообще никакому такому серьезному объяснению. Сказать, что что после избиения я сидел в социальных сетях, просматривал фотографии, была закрытая страничка, мне показалось, в очках человек сидел, мне показалось, что это он, и назвать конкретного человека. После этого, мне кажется, у вас вообще должны быть все основания недоверия к такому потерпевшему. Дополнительном допросе, дополнительный. Да, дополнительный допрос, это то, что вы отправляли в Москву. Это уже наш орган расследования, была инициатива, мы не ангажировали в одну сторону, мы постарались установить истину. И как сказал Нукзарович, есть события, которые мы сегодня рассматриваем, в том числе в основу которых лежат показания потерпевших. И есть прямые или косвенные доказательства, обстоятельства, которые они откладываются. Там наличие большого количества людей. Они это сказали. Как мы еще это подтверждаем? Наличием видеозаписи, где видно, лица не видно, но большое количество людей видно. Подтверждается? Подтверждается. Аудиозаписью подтверждается факт того, что люди... Это же вопрос не к вам. Вы, наоборот, провели свою работу. Это вопрос не к вам, это вопрос непосредственно к потерпевшему. Который, честно говоря, после таких слов у меня закрадываются сомнения в том, могу ли я доверять его словам. Хорошо, Кан Валерьевич, у вас вопрос? Нет, я хочу... Все, коллеги, если нет больше... Да. Здорович, в рамках самого уголовного дела, пока это дело велось, эти люди вообще приезжали, меняли ли свои показания, подтверждали, участвовали ли в самом судебном процессе, или они пожаловались, написали заявление, больше мы их не видели и не имею связи с ними. Очные ставки хоть с ними производились? Сейчас я отвечу. Необходимая процедура следствия. Сейчас я отвечу на этот ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, когда они написали заявление, они уехали, насколько я знаю, в тот же вечер. И находились на территории Российской Федерации. Они вообще живут в разных городах, далеко друг от друга в России.
И, естественно, когда мы начали проводить проверку, материал поступил в прокуратуру города Сухум. Первое, что необходимо сделать, это установить потерпевших, заявителей, допросить и зафиксировать факт, который изложен в заявлении. Мы направили международное поручение международное в Российскую Федерацию для того, чтобы обеспечили их допросы, либо обеспечили их явку на территорию Республики Абхазия. До возбуждения уголовного дела наши российские коллеги их привезли на территорию Абхазии. Мы отобрали у них объяснение. Да, до возбуждения еще дела. Где подробно вот все, что мы сегодня озвучивали, не только это там. Нет, они уехали в Россию, там, я по времени сейчас точно не помню, может где-то неделя, 10 дней, неделя, 2 недели мы их привезли. Они приехали, да, они как раз приехали. Почему? Потому что они боялись ехать дальше в Сухум, сейчас если говорить так. Мы их там допросили, 2 допросили. Бутыки не смог приехать там по каким-то обстоятельствам, но его тоже потом опросили. И они все нам рассказали. Потом, с учетом тех объяснений, которые у нас были, это уже основание для того, чтобы дальше проводить процессуальные действия. После того, как мы возбудили уголовное дело, мы очередное международное поручение отправили в Российскую Федерацию для того, чтобы их допросить в качестве потерпевших и признать потерпевшими. Там уже мы поставили ряд вопросов. Уже после процессуальной проверки у нас же тоже какие-то вопросы свои возникли, уточняющие. Мы поставили ряд вопросов, они на них тоже ответили. Мы в общей сложности, если я не ошибаюсь, допрашивали их 3. Сегодня, если в рамках предварительного расследования, если будут такие гарантии, что эти люди сюда приедут, и мы им сможем обеспечить нормальные условия работы, они готовы, я думаю, приехать сюда. Во всяком случае, у меня такая информация. И приедут, как вот вы говорили, на судебное заседание тоже. На сегодняшний день, пока у нас не было необходимости их в суд привозить, таких процессуальных действий не было пока, их участие в судебном процессе. Но если возникнет, я думаю, что они, возможно, и приедут. Возможно, приедут и на очную ставку тоже. Да, если мы сможем обеспечить им нормальные условия работы. Я так знаю, у меня такая информация. А на каком допросе они вот назвали вот эти имена все, которые здесь перечислены? На каком допросе они вот эти имена назвали? На первом. На первом? Сразу вот такие, когда они уезжали, первый день они... Первый день их не допрашивали. Нет, мы первый день их не допрашивали. Первый день были короткие объяснения, да. На коротком, а там они... дали... Их опрашивала милиция. Нет, они там называли 3, я насколько знаю. 2 или 3. А остальных когда назвали? Остальных они уже вот через 2 недели, когда мы отправили международное поручение. Когда им фамилии, имена, но я вам... Как они узнали? Так, им фамилии, имена им никто отсюда не отправлял, во всяком случае от прокуратуры. Я сейчас скажу. Значит, до того, как мы отправили наше первое международное поручение, они обратились с заявлением в отдел милиции города Сочи. Там они дали показания, и на следующий день, если мне память не изменяет, было возбуждено уголовное дело в отношении 3 лиц. Это мы потом позже уже об этом узнали, что в отношении 3 лиц. Потом вы уже их допросили? Потом смотрите, потом через какое-то время, опять же, потом сначала возбудили в отношении 3 лиц. Как они выехали, написали заявление, обратились там в милицию в отношении 3. Знаете, что ли, получается? Сейчас тогда смотрите, когда мы их допрашивали, задали вопрос, каким образом вы людей этих опознали, откуда вы их всех знаете? Значит, они нам так отвечают. Мы долгое время находились в Абхазии, по видных политических деятелей, сейчас депутатов. Да, с лета, я же не говорю, с лета они здесь были несколько месяцев. Сейчас, говорит, Кана Квартия знает вся республика. Говорит, я его тоже знаю. Других ребят, говорит, тоже знаем. А других, остальных уже, которых мы не знаем, говорит, мы открыли интернет и по соцсетям определили. Возможно, кому-то звонили, по фотографиям стали уже сравнивать людей, которые туда прибыли. Но таких там несколько человек. Такие их показания, что Есть вопросы? Да, Виталий. Артур Нуржанович, скажите, пожалуйста, кто конкретно вызвал сотрудников спецслужб на этот
инцидент? Или кто вызвал сотрудников? В тот день? Да, В тот день? Да. Сейчас они не знают, кто сами потерпевшие не знают этого. А у нас по нашей информации... Не потерпевших, вот по материалам дела, кто вызвал сотрудников? Вот здесь написано, да, примерно в 11 в ВД там поступил звонок. Просто поступить не может, УВД должен знать человека, кто позвонил туда и сообщил о совершаемом. Да. Первое. Второе. Ты помнишь? Кто осуществляет вообще? Часть набрали. Зубную часть Набрал. кто позвонил, не знаем. Был звонок в УВД города Сухуми, я сейчас вспоминаю. Кто позвонил, не знаем, но сказали, что в таком-то месте произошло такое-то происшествие, необходимо туда выехать. Вот так было. Поэтому мы имени не знаем точно. Спасибо. Кто осуществляет вообще надзор за исполнением выборного законодательства в стране? Вообще какой-то надзор. У нас есть выборное избирательное законодательство. Кто осуществляет надзор? Все прекрасно понимаем. Да, этот случай произошел и в том числе из-за неисполнения выборного законодательства. Так же я понимаю, да? Ну, возможно, в какой-то Одними мере. и другими участниками. Вообще, кто надзор в стране осуществляет за этой кампанией выборной? Не Генеральная прокуратура? Ну, у Генеральной прокуратуры напрямую таких полномочий нет в этой части. Вы же главный надзорный Мы орган, главный если совершается... Да, многим кажется, что, я скажу честно, многим кажется, что Генеральная прокуратура может за всеми надзирать. В этой части мы прямого участия в этом не принимаем. Если есть... Вы принимаете участие за исполнением законодательства в этой части. Да, я вам скажу, я вам отвечу. Да, в этой части, если есть нарушения зафиксированные, и кто-то обратился соответствующим образом в органы прокуратуры, мы, естественно, осуществляем надзор и проводим соответствующую проверку. Вот что означает надзор в этой части. А прямого участия у нас нет таких полномочий, функциональных обязанностей, чтобы каждые выборы кто-то из прокуроров был представлен какому-то округу. Такого нет. Это не наша прямая обязанность. Это другие контрольные органы должны этим заниматься, или кабинет министров, скорее всего. Ну а вот публичные заявления некоторых политических сил о том, что в стране присутствуют подобные люди, на это своевременно какая-то реакция была со стороны соответствующих служб? И была ли вообще информация такая? Я скажу, что у меня лично такой информации не было. Вот лично у меня не было. Я об этом не слышал. Были какие-то разговоры. Вот Кан Валерьевич здесь говорил, что кто-то на телевидении находится. Как оказалось, возможно, это те же люди. Лично в прокуратуру генеральную ни один человек не обратился, чтобы вы понимали. Потом существует такое мнение сегодня у многих наших деятелей и политиков тоже, и вообще у многих чиновников, что если прозвучало где-то, что есть какое-то правонарушение, прокурор обязательно должен на это отреагировать. Такой обязанности у прокуратуры нет. Прямо написано в приказе генерального прокурора и в положении, что если есть нарушение действующего законодательства, необходимо соответствующим образом обратиться в органы прокуратуры для того, чтобы у нас была возможность официально приступить к проверке. Вы поймите, что мы не можем, несмотря на то, что депутаты, уважаемые люди, но на каждое выступление прокуратура не может реагировать. Если мы посчитаем действительно, что этот факт имел место быть, и это какое-то резонансное правонарушение, которое действительно чем-то подтверждается, тогда мы можем отреагировать. Но на каждое выступление мы реагировать не можем. У нас, во-первых, и сил нету, и нету такой обязанности сегодня у прокурора. Это прямо прописано в нашем регламенте и в наших законодательных актах. Как вы думаете, просто вот видя, как вы думаете, если бы вовремя среагировали бы на те призывы, обратили внимание на то, что принимают участие в избирательных кампаниях тех или иных штабов какие-то силы, то, что произошло, оно могло бы произойти вообще по сути? Жалоба должна была поступить. Если вовремя реакция поступила, местным выборам ЦИК не имеет отношения. Подожди, не знаешь. Это сложный вопрос, это риторический вопрос, я не знаю. Может да, может нет. Я не могу точно. Я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос.
Несложно это. Коллеги, Кан Валерьевич, задайте вопрос. Я хотел выступить, но думал, не буду задать, но я не могу уже 10 меня после распирать не могу. Ну, Я постарайтесь, должен что-то да. высказать. Господин генеральный прокурор Абхазии, вот вы сказали, правильно сказали, что есть внутренний приказ генерального прокурора, которым вы руководствуетесь, а ваши предшественники в свое время это сделали, правильно сделали, просто надо его открывать иногда. И правильно Беслан Викторович очень вопрос вам поставил. В вашем руководстве, вот этом внутреннем приказе, там написано, если не могу конкретно цитировать, но смысл такой. Значит, обращение по официальным СМИ, органам прокуратуры, там, значит, МВД, СГБ, официально, значит, оно считается как официальное заявление. Когда вы говорите каждого, вы, наверное, не подумав это сказали. Я не каждый. Я выступаю как депутат парламента на абхазском телевидении, обратился лично к вам, как к генеральному прокурору, службе безопасности и МВД, и еще и к президенту, вот четверым, значит, я обратился. Это было не за день до этого, не за два, это почти было за, может быть, не 15-20, предупредил. Я рассказал в деталях, как, значит, в региональном, значит, избирательном, значит, как его, в избирательном центре, или как это правильно сказать? Районная избирательная комиссия. Да, участке. Нет, избирательный этот, как его, ЦИК, ну, районный, в районном окружном комиссии находится гражданин России, не имеющий права, что он сидит с компьютером и выкачивает всю, значит, информацию, связанную с гражданами Абхазии, человек, который не имеет отношения к Абхазии, что я его оттуда выгнал, что это был, значит, свидетелем этого всего глава Сухумского района, что все там видели, СГБ. Я просил вас обратить на это внимание. И вы говорите, что вы не знали? Вы говорите, что на каждого мы должны реагировать? Ваше бездействие. Сегодня мы вообще ваше бездействие мы сегодня рассматриваем. Потому что вы ничем не занимаетесь. Теперь позвольте, я начну. Сюда, Кан Валерьевич. Я отвечу на ваш вопрос. Нет, я прокомментировал ваше то, что вы сказали, отвечу. что я это просто так и ничего я это не Я скажу, почему Хорошо, так давайте произошло. отвечайте. Проблем нет. Я скажу, да, дайте ответить. Если вы так вопрос ставите, я скажу. Генеральный прокурор, если вы конкретно по приказу хотите, вправе принять заявление и нет. Вправе. Это его право, это не обязанность. Но что касается вашего выступления, я его не видел, чтобы вы понимали. Я не видел вашего, лично я не видел вашего выступления. Если я его увидел бы, возможно, я поручил бы, и с вами кто-то связался бы. Так уже было, Кан Валерьевич, когда мы с вами проходили судебный процесс, и вы ко мне лично там обратились, сказали, примите во внимание по Амралайфу, кажется. Мой помощник после этого вам набирал и вам посоветовал написать, обратиться официально в органы прокуратуры. Я же отреагировал на вашу просьбу. Можно еще тогда вопрос? Да. Вы только А говорите. что касается Не, того, еще что один вы вопрос. говорите по этой ситуации, я вашего выступления не видел. И у меня нет такой возможности, это может кому-то так кажется. У меня нету столько времени, такой возможности сидеть сегодня за всеми эфирами наблюдать. Я вам откровенно говорю, у меня нету столько времени. Да. Если вы У вас есть обратились, помощники, кто не будет заниматься. другой вопрос, если вы обратились бы и мы не отреагировали бы, тогда это другое. Это меняет ситуацию. Тогда прокомментируйте еще один. Коллеги, Кан Валерьевич, давайте... Нет, я одну вещь скажу. Я ко всем обращаюсь. Давайте здесь в излишние диспуты не вступать. Мы здесь сидим для того, чтобы брать во внимание, что говорит один или другой человек. Все, нет, Кан Валерьевич, я вас потом. прошу, приступите Хорошо, все-таки к своему. Могу, да, приступить? Да. Но прежде чем приступлю, все-таки еще один момент прокомментирую. Вы сказали, что Амралай хорошо вспомнили. Господин прокурор, могу я вас поинтересоваться, как получилось, что вот это мерзкий канал Амралайф, который травит всем в Абхазии жизнь,
Скоро, я думаю, и вас будет травить. Вы когда-то будете гнилым тоже. Уже не травят, да, Кан Валерьевич. Да. Значит, что, кого не оскорбляют? Амралайф не оскорбляют? Что? Они нас уничтожили страну, вы говорите, Дальше, Кан Валерьевич. Как получилось так, что материал, который должен был поступить в парламент, на тот день, скажем, неважно, вторник, среда, на тот день, когда сюда поступил, кроме вас кто-нибудь знал еще эту информацию? Да. Я согласовывал этот вопрос с ответственными лицами, я согласовал этот вопрос. Тогда я вам официально, Я их имена тогда я вам называть хочу одну не буду. официальную вещь вот при всех, чтобы потом вы не говорили, тогда проверьте этих людей. Потому что за 2 дня до того, как сюда попал документ, в Амралайфе появилась информация, день и час, когда попадет в парламент документ. И как это получилось? Какая связь между прокуратурой Абхазии и этим мерзким каналом Амралайфа? Сейчас отвечу. Вы вопрос задали. Если вопрос, я отвечу. Так, Кан Валерьевич, если вы думаете... Как за 2 дня до этого Амралайф знал, когда документ попадет? Мы не знали. Я, человек, который фигурант, я не знал. Я вот вашего коллегу вот здесь спрашивал, даже он до тот день не знал, когда придет. Так, я, во-первых, это решение Верховного суда Республики Абхазия в части дачи и заключения о наличии признаков состава преступления вступило в силу на прошлой неделе. Это было во вторник. Но я отвечу на ваш вопрос. Но я сразу не направил представление в парламент. Для чего? Для этого есть объективные причины. Во-первых, есть спикер парламента, которого непосредственно этот вопрос тоже касается, депутаты парламента. Мы какие-то вещи обсуждали, и не только со спикером, еще были другие люди. Я им говорил о дате направления этого материала в парламент. Я ни спикера не обвиняю сейчас. Я говорю, что я обсуждал с ним в том числе. Вы до этого и с другими вообще не тоже. собирались фигурантов, кто знает. Но почему-то вы спикера назвали. Почему? Ну, спикер парламента мне звонил и говорит, что он хочет сам непосредственно провести сессию Вы, парламента. наверное, сейчас не подумав это сказать, потому что так Кан получается, Валерьевич, что... давайте так. Я сам- вас спросил, кто знал. Подождите, я вас спросил, кто знал, вы никого не назвали. А потом никого не назвали, почему-то спикера назвать. Вы что, нашего коллегу хотите... Нет, я не хочу, я говорю, что этот вопрос непосредственно, да. Но помимо этого, еще были другие Здесь все, тоже. значит, прекращает. Здесь нехорошая ситуация, понимаете? Кан Валерьевич, Амралайф за 2 дня знает, когда здесь... Что, могу начать, да? что касается Амралайф, я вам скажу, с Амралайф у нас ничего общего нет. Ну, видно. Я вам скажу, что была публикация на прошлой неделе, можете открыть и посмотреть, что они лично за меня там пишут. Я не знаю. Ну, это там Я за вами все не слежу. сказано. Так, друзья, товарищи, коллеги, приглашенные, вы видели выступление генерального прокурора. Он так хорошо нагромождал все, что меня касалось, какими-то рапортами. Один из тех, кто рапорт писал здесь, молодой человек, я очень уважаю, здесь сидит, мы этот вопрос еще тоже ему зададим. Человек, когда не посвященный, и вот на экранах, когда человек будет смотреть, он думает, вот рапорт так сказал, что как так сделал. Оказывается, самое важное, как подаешь людям. Эти рапорты не говорят о том, что они увидели. Это рапорты составлены со слов этих якобы потерпевших. Теперь начну свое выступление. Здесь пострадавшая сторона не Будыкин и Мудыкин, здесь пострадавшая сторона абхазская сторона. Это настолько печально, что некоторые господа больше года в Абхазии бесчинствуют, не знает об этом президент, не знает об этом генеральный прокурор, Беслан Эшба, министр госбезопасности, МВД, прокурор. Никто ничего не знает. При всем при этом эти люди ходят по администрации, их представляют. Эти люди ходят по ЦИКам, вытаскивают всю информацию о жителях Абхазии, о гражданах Абхазии. Это закрытая информация, тем более для граждан других государств. Более того, многие из них, они украинцы, я насколько знаю, если я не ошибаюсь. И в таком случае в нормальных государствах
когда длящееся вот такое преступление, граждане раскрываются, их зовут, дают орден за мужество, акт за вша, что-то дают. А вы что начали делать? Вы меня судить начали? Вы на меня судить начали по показанию вот этих мерзавцев? Я хочу вас спросить, дорогой генеральный прокурор. Вы здесь, в принципе, отчасти ответили. Кроме их показаний, у вас что-то есть? Показания тех 40 человек. Тех ребят, которые вы никак не могли определиться, кто здесь вызвал, значит, как его силовиков. Силовиков я вызвал. Я звонил Нормания, я звонил Гулария. Единственное, СГБ не звонил, просто я уже попросил ребят с УВД, свяжитесь. Потом со мной связался Чичба, я лично с ним разговаривал, потом передали Димитба, с ним я тоже разговаривал. То есть, вот здесь мы уже больше 4 лет работаем со многими ребятами и коллегами. С кем-то я здесь познакомился, с кем-то я уже давно знаю. Если кто-то меня считает, возможно, сумасшедший, то я пошел на дело, на разбой, потом вызвал милицию, да? Так это было? Нет, по нашей версии это не так. Подождите, дальше. Я никогда не говорил, что я их ругал. Как не ругать мерзавца, которого я выгнал в одном месте, зашел туда, где говорят, что... А я депутат парламента, если вы не в курсе. Любой из нас депутатов, если кто-то позвонил и сказал, есть проблема, приедьте, мы обязаны быть. Не только в наш округ приехать. Я ездил в Гудауту, когда проблема со школой была, здесь ребята знают. В Пицунду ездил, когда звали, говорили, вы не наш депутат, но как депутат вы имеете обязанность, если мы к вам обращаемся. Мы ездим, все так себя ведут, все депутаты, это наша обязанность. Естественно, я приехал, естественно, я увидел этого мерзавца, который я выгнал в одном месте за 3 недели до этого. Естественно, я его ругал. Я когда-нибудь отказывался, я говорю это. Я жалею, что я не сделал все то, в чем вы меня обвиняете. Понимаете? Даже если я все это сделал, то сегодня мне общество, может, еще больше меня поддержало. Но, к сожалению, я это не сделал. Кроме того, что я себе нервы трепал, стоял там. Дальше. Начну, к сожалению, моими физическими недостатками. Все, как знаете, у меня левая рука не рабочая. Да, она висит, но она не рабочая. Вы как объясните здесь, рассказывая, что я пистолет держал и бил их? Вам резонный вопрос задали, а пистолетом били их? Вы говорите нет. А каким образом я, держа пистолет, бил? Да? Как я, держа пистолет, еще кулаком бил? У меня левая рука не рабочая. Как я это умудрился одновременно сделать? Или как вы здесь не объясняете людям показания, вы здесь не написали, где кто-то из них говорит, что Канвалерьевич держал пистолет надо мной, и в свою очередь еще кричал на нападавшим, дайте мне пистолет, я его застрелю. Я что, Джо какой-то с 2 пистолетами должен был угрожать? Это что за чушь вы здесь нам... Иван Валерьевич, подождите. я подожду, но вы умеете Дальше. Почему здесь нету показаний следующего, значит, так называемого потерпевшего, где я вытащил... Вспомните наш с вами разговор на суде, где вы зачитываете показания, что Иван Валерьевич встал, вытащил пистолет и перезарядил. Я же вас попросил провести... Значит, следственный эксперимент. Могу я пистолет передернуть или нет? Вам не интересно это было? Вы же следствием занимаетесь. Я пистолет могу передернуть? Давайте продемонстрируем. Когда все разойдутся, потому что нельзя в этом здании пистолетом заходить. Мы, правда, демонстрируем в другом месте. Могу я пистолет передернуть или нет? Позволяет мне моя рука физического состояния передергивать пистолет или нет? Дальше. Вы, значит, все это время говорите, что я там делал какие-то действия. Вы меня оскорбляете. Потому что я как мужчина себя считаю, что я все-таки, может, однорукий, но одна рука у меня очень сильная. Я вам сказал, что я даже с вами готов выйти, хотя вы спортсмен.
Послушайте, Но подожди, вы меня обвиняли, что я 2 часа избивал. Подождите, что я 2 часа избивал. 2 часа я избивал человека. 2 часа вы меня оскорбили. Я 2 часа человека избивал и нанес ему столько увечий, что, значит, это дает, как экспертиза говорит, что незначительное повреждение, не влечущее, как это правильно, не влекущее вреда здоровью человека. Дальше, по времени здесь есть, когда мы пришли, я с Ишсой Ивановичем, я не с кем-то пришел, я пришел с Ишсой Ивановичем, там люди уже находились. После этого есть рапорт людей, которые когда они приехали. Вот есть парень, сейчас могу забыть имя его. Вот он тоже рапорт писал. Потом я вам вопрос задам. С этого момента, как силовики пришли, я все время с ними стоял там. В этот момент шла запись. При них эта вся запись шла. Запись сделали, мы их им вручили и отправили. Слушайте, хватит, может быть, играть на чьих-то инструментах. Понимаете? Может, хватит этим делом заниматься. Я еще раз говорю, я сожалею, знаешь что, Адгур Нугзарович, что я не сделал то, в чем ты меня хочешь обвинить лично. Понимаешь? Я сожалею, что я это не сделал. Что я это примером не показал для остальных. Что такого в Абхазии никогда никто больше не допускать не будет. Неважно, я оппозиционер, он как его сторонник. Завтра он может быть оппозиционером, но издеваться над абхазским народом никому не позволено, кто бы он ни был. И то, что сегодня вся власть отказала от них, это еще хуже. Знаешь почему? Значит, мы в стране ничего не контролируем. Неконтролируемые люди приехали, вели себя как хотели, любые, значит, институты государственной власти заходили как хотели, требовали документы, все им давали. Мы, значит, дырявая страна. Мы, оказывается, не страна. Мы можем на себя взять того, чего мы не делали, вот прокуратура. Подождите, я сейчас выступать закончу. Это свершившийся факт пришла на... Продолжайте, Иван Валерьевич. И потому, дорогой ты мой, я сегодня уверенно, я не знаю, как мои коллеги будут сегодня вести, или завтра, или послезавтра. Я самое главное знаю, что я сделал и за что я отвечаю. Другой вопрос, Адгур Нугзарович, ты почему должен был поверить этим 3 проходимцам и делать выводы, исходя из этих 3 показаний? А почему ты мне не поверил? Я как депутат парламента, как патриот, как ветеран войны, как это, ты мне почему не поверил? Ты почему с их слов мне стараешься меня здесь очернить, мне повесить какое-то уголовное дело? Если в моих действиях, как в свое время судьи сказали, максимум, что мы усмотрели, это как оскорбление, только усмотрели, но не можем принять, потому что нашим детям угрожают, где они учатся в России. Вот вся ваша политика здесь, и прокуратуры, и судов. Вот чем вы занимаетесь. Вопрос, почему ты им поверил, почему ты мне не поверил, моим показаниям, почему я тебе повод давал когда-то, ты меня улучшал где-то в растрате государственных денег, в измене страны, в непонятных где-то схемах ты меня где-то замечал. Почему ты мне, ветерану войны, ордену Леона, я не знаю, патриоту, мне моим словам не поверил. Я тебе предлагал другой абхазский вариант тоже пойти сделать. Если ты готов, я это тоже готов. Я сказал в любое время. Готов? Хорошо, тогда закончим. Эти моменты. Да, коллеги, секундочку. Адгур Нугзарович, да. Но я бы хотел, чтобы мы заслушали мнение Ивана Валерьевича, да. И дальше пойдем по обсуждению. Если у вас есть желание что-то прокомментировать, Хорошо, да, есть. Но если нет, я скажу коротко. Да. Коротко. Во-первых, Иван Валерьевич, вы ко мне так обращаетесь и говорите, ты хочешь меня обвинить, ты хочешь это сделать. Это не я хочу. А я знаю, кто хочет. Не перебивайте, не перебивайте.
Это наша работа общая, органов прокуратуры, это право и всей правоохранительной системы. Это не Адгур Агырба придумал прокуратуру и создал ее. Мы все временные. Я руководствуюсь тем, Моя что... работа и защищать. Валерьевич, не Не только обвинять. Моя работа... Ты меня и защищать должен. Это вменено тебе лично. И защищать, Дай и возможность обвинять. А человеку. ты выбрал именно обвинение в данном случае. Понял? Моя работа заключается в том, что мы должны давать объективную оценку всему, что происходит. Мы не можем конкретно кого-то выделять, кому-то какие-то привилегии представлять, а кого-то наказывать. Такое нету нигде. Такое в нашем законодательстве не прописано. Если мы начинаем проводить какую-то проверку по какому-то происшествию, мы должны давать объективную, справедливую оценку. Вы говорите, почему вы им поверили, а мне не поверили. Я вам скажу почему. Не потому, что мы вас не уважаем. У вас есть заслуги, мы это все знаем прекрасно. Хоть вы о них и говорите, все равно эти заслуги у вас есть. Речь не об этом. Речь в том, что вы говорите, что никто их не бил. Вот вы... Я сейчас за себя говорю. Нет, я сейчас скажу, я договорю, вы поймете. Дайте мне договорить. Все, кого мы допросили, ребята, которые сегодня привлечены к уголовной ответственности, в том числе и в отношении вас мы собрали материал, мы же всех допрашиваем. У нас же абсолютно очевидно сегодня, что к этим людям применили насилие. И ссадины видимые. Но ни один же человек из тех, кто туда приехал, кого мы привлекаем, же не сказал, что мы их не били. Что мы их били, вернее. Все же отказываются. Тогда у следствия возникает вопрос. Это не предвзятость, Кан Валерьевич. Слушай, какой Шакан бил, что ли? Нет, дайте я скажу. Ну, нет. Слушай, он меня же обвиняет, о чем ты говоришь? Ну, я так не смогу просто до вас донести мысль свою. Дело в том, что все, кого мы привлекли, и мы же вас тоже приглашали в прокуратуру, никто же, ни один из вас не сказал, что мы били этих людей. А это означает о том, что вы скрываете правду, если так на следственном языке говорить. Вы там были, и были ваши товарищи, коллеги, друзья, как хотите их называть. В этом месте зафиксировано, что применили насилие, но ни один человек же правду не сказал, кто бил. Вы же тоже там были? Сказали, Нет, я конкретный факт привожу в пример. Вы же тоже там были? Значит, наверняка вы могли... тоже, я там был. Значит, вы могли видеть? Если вы говорите, что вы не били, значит, вы должны были видеть, кто применил насилие. Но вы нам и этого тоже не говорите. Тогда у нас, естественно, абсолютно обоснованный вопрос возникает. Если вы с нами не сотрудничаете, вы там находились, вы туда приехали, там людям применили насилие, они с побоями оттуда ушли, их там обокрали, в отношении них совершили хищение. Кому мы должны верить тогда? Что значит, мы в этом тогда кто кому мы- вызвал сотрудников? Слушай, ты Это вызвал? сейчас я не об этом говорю. Что значит? Я говорю, почему следствие вам не верит? Почему следствие им верит? Хорошо, по делу я не закончил. Один момент закончил, вот там парень сидит. Можно один вопрос его зададим? Вот парень, можно вас, я извиняюсь, как тебя зовут? А? Асламов. Ваш рапорт здесь есть в деле, правильно же? Чтобы мы вот это не юридическим формулировкой разговаривали. Вы рапорт писали то, что вы увидели, или со слов якобы потерпевших? Я там указал то, что я видел. А что вы видели, можно узнать? То, что я видел, в случае, если дело дойдет до судебного разбирательства, я там озвучу свой пакет. Нет, мы сейчас об этом говорим. Мы сейчас об этом говорим. Слушайте, вы ваш рапорт есть. При вас вы видели, что кто-то руку поднимал или что-то себе позволял? Когда я пришел, руки никто не поднимал. Я пришел... Вот весь рапорт его. Все. Все, на этом. Это... Как ваша фамилия? Судебном порядке. Чанов? Да, коллеги, есть вопросы к Кану Валерьевичу? Есть у кого-нибудь? Я с удовольствием отвечу. Их не стесняйтесь, задавайте. Есть у кого-нибудь вопросы? Если нет, то я хотел бы сказать, Кан Валерьевич, да, несколько слов. Ну, во-первых, это не первое, это не вопрос все-таки, но мы здесь находимся, депутаты парламента. Да, и, честно говоря, слышать от вас, что мне жаль, что я это не сделал, не забывайте, что вы депутат парламента. Да, если бы здесь сомнений не было бы в том, что вы это сделали,
Я так думаю, что здесь вообще решение было бы техническое. Мы проголосовали бы за то, чтобы снять сегодня с вас полномочия. Кан Валерьевич, вы, депутат парламента, учитывайте этот момент тоже, пожалуйста, в своих заявлениях. Я вас очень прошу. Теперь, если можно, да. У меня был вопрос, но вы сами сказали. Вы позвонили, получается. Вы сообщили. Тогда вопрос у меня такой, а в какой момент вы сообщили? Ну вот вы пришли, сразу позвонили? Я пришел туда, там уже были люди. Я многих не знаю, молодежь там была. Когда я зашел, почему я возмутился? Мне позвонили, сказали, что мы нашли людей, которые детям деньги давали. То есть я вообще не видел эту связь с тем, что я до этого видел в ЦИКе. Я думал, это какая-то отдельная группа, ну, то есть я одно с другим не связан. Игорь Николаевич Побед, здесь говорит, очень нехорошая ситуация, людей, говорит, поймали за руку детей, которые навели, говорит, на офис, где деньги раздают за то, что плакаты сливают. Я говорю, конечно, Победа. Что, Иванович, вы сидели вообще ни духом, ни смыслом, да, вот, как его, в Джазве, у Эрика, сидели, кофе пили, мы встали, поехали, приехали туда, заходим, значит, в зал, там, ребята какие-то, но я вижу, что какие-то остановиться там, маленький такой этот тамбур, сидят. Ну, я поздравляю, туда захожу, и когда сперва его не увидел, когда повернулся, вот этот бородатый мерзавец сидит. Тимофеев. Ты, говорю, ты что делаешь? Молчи. Он тоже, я говорю, ну, ребята, он тоже был в этом участвовать. Естественно, взорвался. Я тебя один раз выгнал. Я тебя предупредил, чтобы ты нигде не находился, чтобы ты вообще не путался вот здесь. Ты мерзавец, еще вот здесь сидишь и деньги раздаешь, детей как бы наших спасаешь. Я сказал, я начал их ругать. И все, что хочешь, говорить им. Я это не абсолютно, это нормальная реакция, да, людей, которых ты предупреждал, зная, что вообще в ЦИКе ты его ловишь, ты его спрашиваешь, ты кто? Он говорит, никто. А что ты в ЦИКе делаешь? Вообще представляете, кто-нибудь из нас придет, скажет, далеко не будет. Краснодарский край, какой-то ЦИК зайдет и будет сидеть, информацию снимать. Это вообще нормально вообще-то вы вообще посмотрите. Я спрашиваю ЦИК, кто этот человек? Не знаем это. Как не знаете, он у вас сидит, информацию снимает. Я его спрашиваю, ты как попал? Это мы помним, но это другой случай. Нет, это не другой случай, это следственная такая связь идет. Тогда еще раз вопрос этим парням, кто это? Они говорят, Кан Валерьевич, он оттуда пришел. Оттуда теперь подумайте, откуда он. Или как бы, да, со вселенной спустился. Или с третьего этажа послали его. Я ему вопрос задаю. Ты гражданин Абхазии? Он говорит, нет. Тогда мерзавец, ты что здесь делаешь? Он ушел. И вот этот мерзавец сидит там. Моя естественная реакция, это понятно, да? Я вышел. Как раз к тому времени мы успели еще Нисве позвонить, Нисва подъехала. Нисва попросили его сними, чтобы потом вот это не было, что это такого не было. Я позвонил то ли Мурке Гуларе, то ли по-моему, кому-то из них не дозвонился, я разберусь кто. Да, это... Дальше, не отвлекаемся. Кличками не будем людей называть, как нет. Есть имена. Мы в парламенте депутаты. Я без вас разберусь. Мурат Гулария. Я без вас разберусь. Пожалуйста, идем дальше. Кому-то из них не дозвонился, но кому-то дозвонился, сейчас не помню. По-моему, это нормально дозвонился. Но они оба приехали. Потом попросил их, чтобы они уже, я говорю, ну может это все-таки не ваш вопрос, давайте, я говорю, СКБшников позовите. Они вызвали СКБшников. Все это время, когда они пришли, СКБшник, вот парень здесь не даст соврать, в этот момент Нисва записала, мы там стояли, развернулись. Понятно. Все, вопрос. То есть, ну, по сути, между тем временем, когда вы узнали об этих событиях, и когда вы позвонили, соответственно, в правоохранительные органы, прошло немало времени. Ну, не 2 часа. В смысле, вы Нисве раньше позвонили? Позже. Хорошо. Я просто хочу сказать, Кан Валерьевич, ну, вы депутат парламента. Понимаете, мы сегодня здесь находимся в такой ситуации, и наше решение, да,
оно неминуемо кому-то понравится, кому-то не понравится. И нам хотелось бы, чтобы наш коллега в такой сложной ситуации все-таки действовал, как положено, депутату парламента. В смысле? В смысле, я считаю, что надо было незамедлительно, когда вы узнали, сразу обратиться в органы. Вот я о чем говорю. Это вопрос другого характера. То Это есть, не как мне вопрос позвонили, виновности. сказали, езжай, я прямо оттуда должен был Нет, вы позвонить? приехали, увидели, набрали. Я вам говорю, как я считаю, необходимо было в этой ситуации себя повести. Это в любом случае у нас не комиссия по этике, но я вам хотел это высказать. То есть вы меня Это не имеет... нравоучали, да? Кан Валерьевич, я говорю о том, что та ситуация, которая произошла, она сегодня так или иначе коснется авторитета Народного собрания. Вот о чем я говорю. В том, какое мы решение примем сегодня и как это будет в обществе воспринято. В каком обществе? Тоже Господи, в абхазском. Хорошо. Еще последний вопрос у меня. Вы сотрудничаете как-то с ними? Со следствием, с прокуратурой? Нет, ну если вас просят... Нам нужно было первое показание, дал все, что нужно было, и все. Нет, когда вас просят... Я мог и не дать, но я... Вот, я об этом говорю. Я вот, мог и не да. дать, но я дал... Вот, то есть, в принципе, вы отвечаете на запросы со стороны следствия. Вот этот момент хотел также прояснить. Просто нам в любом случае, какое бы мы решение ни приняли, нам Народное собрание заинтересовано в установлении истины. Это самый важный момент, который я хотел отметить. Да. В принципе, у меня вопросов нет больше. Есть какой-либо еще вопрос у кого-либо? Если нету вопросов, приступим к голосованию. Ну вот я закончу. Ну вот, завершая, Давид Витальевич, в принципе, тоже сказал то, что я хотел сказать, что касается там, действия Кана Валерьевича и самой Генеральной прокуратуры, подытожить перед голосованием, вот хотел сказать, Антон Узарович, я вообще не сомневаюсь в вашей честности, то, что вы справедливо ко всему подходили по запросу граждан. Ну, возможно, они неправильную информацию вам дали. Ну, по их показаниям вы действуете. Следующее, что хочу сказать, Кан Валерьевич, вот Дауд сказал, там, начал реагировать, и Кан Валерьевич, об авторитете там, Народного собрания, то, что там действия сразу почему не набрал правоохранительным органам, я имел бы возможность, допустим, где вы меня судите, я бы там поступил бы там, это все, ну, можно было бы этого всего не говорить, тихо, спокойно провести это все. Да, я с уважением тоже к вам, Кан Валерьевич, но у меня лично сейчас, вот, общавшись и там, бегло об этом все, знакомиться, кстати, не успели, так это все быстро, вчера происходило все, но услышав все аргументы, эти люди какие-то сомнительные оказались, вот, лично по мне, да, кто они такие, и я не знаю, зачем они здесь находились. И что касается Кана Валерьевича, его действий, так ли прав он, не прав он, я вот так скажу, у меня есть конституционное свое право, там, каждые там, 2-3 года, там, юбилейные даты, мы же имеем право амнистировать людей там, по более жестоким каким-то, как его преступлениям, мы голосуем здесь, имеем такое право конституционное, правильно? Я лично от себя, вот я его лично амнистирую, я сегодня вот такое решение принимаю, не буду за его голосовать. Беслан Викторович, сейчас Беслан Викторович просил слова. Я задал вопрос генеральному прокурору. Вообще, уважаемые коллеги, я считаю, что на период выборов, да, это самое страшное время для всей Абхазии, для абхазского народа. Каждый выбор мы сталкиваемся с какими-то проблемами, они очень глобальные, процесс ведения предвыборной агитации, я не говорю, кто во власти, кто в оппозиции, абсолютно значения не имеет, но то, как мы до сегодняшнего дня, особенно последние выборные, вот эти кампании мы проводили, друзья, так дальше выборы в Абхазии проводить нельзя. Так нельзя. Каждый выборный процесс мы чуть ли до какого-то гражданского противостояния не доходим.
Я думаю, что нам надо более глобально ставить вопрос о том, что мы будем делать по выборам, кто осуществляет надзор вообще за выборными кампаниями, какие партии участвуют, они соблюдают избирательное законодательство или нет. Друзья, выборы нас привели вот к такому противостоянию в нашем обществе. Мы подошли к очень нехорошей черте, за которой вообще, ну, я как бы думаю, что это не громко будет вообще существование нашей страны. Люди, которые находятся в оппозиции, люди, которые находятся во власти, поменялись они местами или остались там же. Я считаю, что мы должны научиться участвовать в тех процессах конституционных, которые у нас происходят в нашей стране. И нам надо очень, и в этом в первую очередь помощь Генеральной прокуратуры как главного надзорного органа. Постоянно каждый выборный цикл, значит, мы должны очень тщательно наблюдать за теми процессами, которые у нас происходят, и вовремя предотвращать какие-то инциденты, типа той, которые они произошли. Мы должны, вот тот инцидент, который мы сегодня рассматриваем, да, это, мне кажется, он должен побудить нас к тому, чтобы более глобально, значит, осмыслить то, что и то, как у нас происходят выборы. Нам надо на эту тему, уважаемые коллеги, подумать. Спасибо. Беслан Юрьевич. В принципе, мы уже переходим к голосованию. Да, честно говоря, здесь очень много вопросов, которые были заданы генеральному прокурору. Они, на мой взгляд, они были вообще не обоснованы. Эти вопросы вообще не должны были задаваться генеральному прокурору. Ну, некоторые, не все вопросы, конечно, некоторые вопросы. А что касается сегодня Кана Валерьевича, на самом деле, вот до этого уже сказали, что в первую очередь, когда он приехал на то место, которое произошло там, противоправные действия, да, там, Валерьевич, это мое мнение, вы как не обозначили, вы являетесь ветераном войны, орденоносцем, вы должны были остановить стороны конфликтующие. Если вы туда приехали, если уже был конфликт, вы должны были всех остановить и сказать, и в спокойном варианте позвонить, вот вы и так звонили, надо было сразу позвонить соответствующим органам, чтобы они на месте приехали, произвели там акт осмотра, досмотра, или же их всех вызвали бы там на допрос и тому подобное. Возможно, таких вообще ситуаций не было бы, и ваше имя не фигурировалось бы сегодня как человека обвиняемого, так скажем. Да? Сегодня выступление генерального прокурора, оно именно так и звучит. И сегодня вопрос, естественно, коллега, мы должны решать, дать согласие на возбуждение уголовного дела или не давать. А это вот один момент. А второй момент сейчас, судя по тому, вообще как весь процесс происходил, изначально то, что мы слышали, честно говоря, из того, что здесь написано, да, мы, конечно, должны исходить из буквы закона, потому что мы являемся законодательной властью. Поэтому вот изначально, когда материалы дела собирались, надо вспоминать, да, когда это произошло, и потом через какое время, то есть начали материалы дела собираться, как уже начали оперативно к этому всему подходить, то есть соответствующие органы. Но, конечно, здесь много вопросов вызывает. На самом деле, я сегодня не стал очень много вопросов задавать, чтобы совсем не утомлять всех наших гостей, журналистов, коллег и тому подобное. Поэтому, в принципе, как бы вы сегодня на комитете не решили, не проголосовали, вернее, в любом случае данный вопрос, он попадает на сессию, а на сессию уже каждый из наших коллег уже сделает выводы. Поэтому сейчас объективно сказать, что однозначного мнения у меня нет, потому что не было, честно говоря, убедительного такого процесса. Понятно. Уважаемые коллеги, если нет вопросов... У меня можно? Да. Иван Валерьевич, у меня к вам вопрос. Я вот, наверное, прослушала. Через вот вы явились на место, да, вам набрали, сказали, что там, да, через какое время вот вы позвонили правоохранительным органам? Вот время хочу знать.
Может, отвечали Сколько на- вообще за это, ну я зашел, сейчас понятно, на эмоции, сколько там я с ними разговаривал, может 10, 15, 20 минут, потом набрал уже. Я вышел, после того, как с ними 10-15 поговорил, минут, да? вышел и набрал, говорю, позовите сюда, пусть с ними другие разбираются и забирают. Я, честно говоря, уверен был, что мы реально преступление остановили, отдадим сейчас СГБ, они там все проверят, все. Я думал, что там реально будет, ну, люди будут наказаны. Понятно. Нет, меня время интересовало. Понятно. Уважаемые коллеги, в То есть таком у меня случае... что там было, а что за это, я не могу знать. Когда это, я сейчас не... Я до этого же не был там. Я пришел, когда я пришел. Нет, ну вы когда приехали, вот через какое время? Минут 15-20, да. 15-20, все понятно. Что, в таком случае... Извините меня, они на второй день интервью в Сочи давали, мы что, не видим, что ли? Да, сейчас. Чистенькие стоят, слушай. Иван Валерьевич, приступим к голосованию. Итак, уважаемые коллеги, рассматривается вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчи Акана Валерьевича и привлечение его в качестве обвиняемого. Кто за? Один голос за. Кто против? Посчитайте. 7. Кто воздержался? Уважаемые коллеги, 2 получается, да? Уважаемые коллеги, вопрос рассмотрен. Ответ, я думаю, всем очевиден, понятен. Большое спасибо всех присутствующих. Я благодарю и за выдержку, за то, что мы сегодня смогли более-менее нормально обсудить вопрос. Хорошо, до свидания.